Заткнись и соси, сука! Жертва насилия. Даже не знаю, была бы она благодарна своему возможному спасителю. Стоит ли мне вмешаться? Я тебе башку отстрелю! Я решаю уладить проблему по-своему. Вопросы морали, понятия о добре и зле, вопли отчаяния, вызванные несправедливостью этого мира. Все смешивается в один пульсирующий сгусток эмоций, которые я выражаю двумя выстрелами. Сначала я избавляю его от угрызений совести и ужасов тюремного заключения. Затем я избавляю ее от всеразрушающей психологической травмы, вызванной изнасилованием в самом темном углу этого города. Ты должен делать то, что должен. С неба падает мокрый дождь. Нужно найти работу, так что я иду выпить бурбона в баре. Местная фауна представлена бродягами, наркоманами и шлюхами. Здесь достаточно тихо, если не брать во внимание сольное выступление одного ярого приверженца синтетических ускорителей. И, в общем, этой зимой я понял, что внутри меня победоносное лето. Извините, заткнитесь. А? Сажусь к барной стойке, бармен ставит пинту бурбона, которую я выпиваю залпом, и мы начинаем смотреть друг другу в глаза. «У вас ко мне дело?» – спрашивает он. «У вас ко мне дело», – отвечаю я и прицеливаюсь прямо в нейроны его головного мозга. И я собираюсь его расследовать. Почему? Потому что я безработный частный детектив. Я бы не взял вас, даже если бы вы не могли выпить пинту бурбона залпом. Но я ведь могу. Я знаю, что могу. Да, вы действительно можете. Неловкая пауза. Она может продолжаться целую вечность, но я решаю уладить проблему по-своему. «Вы пернули?» – спрашивает бармен, чтобы поддержать разговор. Отвечаю я. В моем баре никто не пердит. А я и не пердел. Это тот наркоман, что сидит слева от меня. Я заставил его. С точки зрения бармена, наркоман сидит справа от меня, но я решаю оставить этот парадокс без объяснений. Иногда стоит верить в человечество. «Это вы пернули?» «Да, я же говорил». Бармен переключает свое внимание обратно на меня и кладет бумажный пакет на стойку. «Хорошо, я нанимаю вас. Хорошо. Я берусь за работу. Но если здесь подборка ваших эротических фотографий, то я вернусь за добавкой». Очередная неловкая пауза. «Вообще-то я мужчина», — говорит бармен. Вот опять мне не повезло. На выходе из бара я сталкиваюсь с черным саксофонистом, и он начинает играть композицию Сони Кларка. Вы не можете играть партию клавишных на саксофоне. Друг, ты подмечаешь такие тонкости, но не можешь удивиться тому, что ты стоишь на дерьме. Я опускаю взгляд. Я стою на дерьме. Черный саксофонист прав, я неправильно расставил жизненные приоритеты. Я поднимаю взгляд. Черный саксофонист исчез. Какой дешевый трюк. В такие моменты всегда есть шанс того, что черный саксофонист оказывается за твоей спиной. Проблема в том, что ты не можешь обернуться и проверить, ведь это выглядело бы чертовски глупо. И я понимаю, что забыл взять аванс за работу. Что ж, мой папаша учил меня идти вперед и никогда не отступать. В бумажном пакете оказался клочок бумаги, на котором написано «Работа заключается в том, чтобы убить всех людей». Какое-то время я раздумываю над предложением, затем вспоминаю, что уже согласился. Я пулей проношусь сквозь жизни невинных. Работа заняла 2 суток, и она навсегда осталась в моей памяти как видеоряд из статичных картинок под ремикс записи Боба Брукмейера. Я возвращаюсь в бар. Я закончил работу. Вы не закончили работу. Осознание ворвалось в мою голову, как пуля 45-го калибра. Я не закончил работу. Я не убил всех людей. Остались мы с барменом. Я мог бы закончить все прямо сейчас, но в таком случае он не смог бы расплатиться со мной. А мне чертовски нужны деньги. Я увольняюсь и жду выходное пособие. Бинго. Бармен кладет пачку банкнот на стойку. На эти деньги я заказываю 1000 литров дешевого алкоголя и пачку сигарет. Я прислушиваюсь в ожидании рева полицейских сирен, но больше не осталось никаких полицейских. Я закуриваю. Хэппи энд.